Другим темам. В горном селении Джайрахского района открылась школа каменщиков. Профессия современная, но специфичность в предназначении будущих мастеров. Они будут реставраторами древних памятников ингушской архитектуры. Ремесло, по сути, уникальное. Возрождают его при полной поддержке фонда «Сафмар». О программе обучения далее в сюжете. В субботу ближайший мы пригласим геолога, который нас научит различать, какие встречаются у нас породы, как с ними работать. Перед началом работы с камнем инструктор рассказывает обо всех тонкостях породы и о том, как превратить ее в строительный материал, который будет идеально подходить под ингушскую архитектуру средневековых башен. В скором времени 12 сегодняшних учеников станут настоящими мастерами по работе с камнем и будут вносить свой вклад в дело сохранения наследия предков. Школа каменщиков – это еще один проект благотворительного фонда «Сафмар», который помогает восстанавливать разрушающиеся памятники архитектуры в горной части республики. Орудиями каменщиков служат кирки, молотки и зубила. Современные инструменты здесь не используются. Школа учит традиционным, аутентичным методам обработки камня. Обтеска одного до нужной формы – кропотливый труд, поскольку малейшая ошибка может испортить заготовку. Понимая это, ученики сразу привыкают относиться к своим изделиям с особым вниманием и осторожностью. В школе каменщиков в том числе учат бережному отношению к породе и стремлению к совершенству. Так что скоро 12 будущих мастеров будут оттачивать камни до идеальных параметров. Что за работу вы сейчас проводите? Угловой, связующий угловой. И давно вы над ним работаете? Третий день уже. Третий день, так долго его приходится производить? Он был примерно один из таких, так, со всех сторон обработки, да, И когда он будет полностью завершен? Он почти уже готов. Вообще здесь обучают одной специальности – каменщик-реставратор, но ученики могут выбрать одну из 4 узких специализаций – мастер фасадных комплектующих, искусник угловых, связующих и арочных. Арочные работы, кстати, по мнению большинства воспитанников школы, самые сложные. Правда, Халид Пугоев так не считает. Арочный. Я выбрать выбор, я направление сайн ахта юмдер. Сайн ахтаға түні нахым қалбу олар. Бұл бір олыш, оны татсы хақыл результатын бар дейінші қы интересна құлыне бұл қыдағу бұл бей қы аркш хамами интерес құлық. Что немаловажно, ученики школы – представители разных тейпов. Таким образом, благодаря проекту, реализуемому при поддержке фонда «Сафмар», в каждом роду будет свой мастер по обработке камня. А значит, реставрацией своих родовых башен смогут заниматься потомки ингушских фамилий. Обучать молодежь пригласили Рамзана Султыгова. Он 25 лет реставрирует архитектурные памятники средневековой Европы. На его счету несколько десятков восстановленных каменных строений. Он реставрировал культурные сооружения в Испании, Португалии, Франции и Великобритании. В горной Ингушетии есть памятники архитектуры, например, Тхаба-Ирды или некоторые башенные комплексы, которые были отреставрированы в 70-х, 80-х годах прошлого столетия. Некоторые из них приглашенными специалистами из других регионов. Вот. И сегодня у нас появилась возможность самим все это делать своими собственными руками, дополнительно возрождать те профессии, которые уже канули в лета. Занятия для учеников начались в октябре прошлого года. Пройдя сперва здесь инструктаж по технике безопасности, оказанию первой помощи и предотвращению аварийных ситуаций и их ликвидации, они приступили к главным урокам по обработке камня. Уже в середине апреля ученикам предстоит сдать экзамен, после чего они получат сертификат каменщика-реставратора. Успехи замечательные. Почему? Потому что, во-первых, у ингушей в генах работа с камнем. То есть просто нужно у человека разбудить вот это спящее состояние внутригенное, да, и он начинает уже себя как бы показывать, и они делают превосходные результаты. Вы, наверное, сами вот видели. Потом мы позволяем им, даем волю как бы воображению, фантазии, и они уже придумывают какие-то формы там разные, да. Потом каждый, обрабатывая камень,
видит, в каком направлении он мог бы преуспеть, да, и он выбирает это направление. Ученики ездят домой только на 2 дня в неделю. В остальное время они полностью погружены в свою работу. Для этого тут открыли мини-городок для проживания, обеспечили все для комфортного пребывания учеников. Питание, воду, электричество, отопление. В рацион у нас входит утром каша, в обед первое, второе. На первое у нас бывает борщи, супы. 2 раза в неделю у нас рыбный день. Бывает уха, котлеты рыбные бывают, гарнир. Вечером бывает каша, тоже вермишель, там все разнообразие стараемся держать, чтобы рабочие питались хорошо. А так мясо у нас и баранина, и говядина, и курятина, и индюшатина бывает раз в неделю тоже. Все это для будущих реставраторов абсолютно бесплатно. Помимо этого, ученики даже получают учебную стипендию. О такой возможности многие не могли даже мечтать. Представители многих ТЭПов всегда были заинтересованы в восстановлении своих родовых башен. Вот только отсутствие финансовой опоры не позволяло реализовать планы. Благодаря договоренности главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова и основателя фонда «Совмар» Микаэла Гуцуриева все это стало возможным. Ребята, которые обучаются, их семьи, они довольны. Вот. Хотел бы поблагодарить благотворительный фонд «Совмар» еще раз за оказанную помощь лично Микаила Саурбековича Гуцуриева, за то, что он помог и поверил. Лично в меня он поверил. Я вот лично от себя хочу его поблагодарить. И, конечно же, большая благодарность главе нашей республики, руководству республики, правительству республики, что они вот уделяют нам внимание. Благотворительный фонд «Совмар» Микаэла Гуцуриева активно участвует в восстановлении и сохранении культурного наследия региона, а выпускники школы будут готовить строительный материал, необходимый для реставрации этих объектов. Это пока первый набор учащихся. Ежегодно в школе планируют обучать до 36 мастеров. Занятия будут проходить по 4 месяца для каждой группы из 12 учеников. Но желающих пройти обучение настолько много, что группы будущих каменщиков можно сформировать на несколько лет вперед. Адам Гулоев, Муслим Арчаков, Магаз 24.